Комитет по экологии и природным ресурсам Ингушетии проводит первый республиканский эко-марафон, объединивший в себе 3 всероссийских масштабных экологических проекта. Это акция по очистке берегов рек, озер, «Вода России», Всероссийский субботник «Зеленая Россия» и проект «Лес Победы». К реализации акции приступили уже сегодня, после ее официального открытия. Продолжение темы в материале Мадины Пугоевой. Вода сумеет возродить все вновь. Она источник жизни, она любовь. Торжественный старт эко-марафона дали на площади перед городским домом культуры Назрани. Здесь собрались не только представители общественных движений, но и просто те, кто неравнодушен к экологическому состоянию республики. В рамках официальной части мероприятия прошло награждение победителей всероссийской акции «Вода России», церемония посвящения молодых активистов в экологические инспекторы, а также подписание соглашения о сотрудничестве между экологами республики и Межрегиональным природоохранным союзом. Другое важное событие эко-марафона – объявление лидеров в рейтинге экологической эффективности среди муниципалитетов. Наиболее экологичным районом был признан Малгобекский, самым чистым сельским поселением Новый Редант, а Назрань заняла первую строчку в эко-рейтинге среди городов. Браво! В завершение официальной части мероприятия юные патриоты запустили в небо воздушные шары, дав старт первому экологическому марафону Ингушетии. Ваши аплодисменты, друзья, вы сделали. Сразу после торжественной части участники эко-марафона приступили к самому главному – посадке деревьев, очистке и благоустройстве общественных мест, а также уборке береговых зон. Группа молодых людей из общественной экологической дружины взяла на себя ответственность за чистоту берега реки Назранка. Вооружившись перчатками и пакетами, ребята приступили к очистке прилегающей территории от накопившегося мусора. Если берег реки, на котором расположена старинная ингушская мельница, оказался и без того чистым и убранным, то водоохранная зона за мостом, напротив, стала местом пристального внимания молодежи. Большую часть мусора ребята собрали здесь буквально за пару минут, дружно, весело и сообща. Сегодня очень красивая погода, мы вышли на субботник с удовольствием, тем более проводить время на воздухе это полезно и приятно. У нас идет такая маленькая конкуренция насчет того, чтобы кто больше соберет мусор. И, в общем, проходит все идеально, приятно и, главное, полезно. Нашим рекам и озерам чистые берега. Под таким девизом участники эко-марафона добровольно вызвались стать на охрану окружающей среды. Амина Мачалова – одна из самых молодых активистов экологической дружины. Но несмотря на столь юный возраст, девочка уже сейчас хорошо понимает важность и значимость экологических акций. Если мы не держали бы ее в чистоте, то не было бы воздуха и нечем было бы дышать. И деревья бы все завяли. Этот марафон включил в себя сразу 3 проекта, одновременно стартовавших по всей стране. Акцию по очистке берегов рек и озер «Вода России», проект «Лес Победы», а также Всероссийский субботник «Зеленая Россия». Мы проводим для них «Зеленые зорницы». Мы устраиваем добровольческие смены в лагерях, таких как Смена, Артек, Орленок. Это федеральные лагеря федерального масштаба. Мы собираем лучших из лучших, проводим там игры, проводим экологические уроки, обеспечиваем просветительскую деятельность. И потом они разъезжаются уже будучи в душе лидерами общественных наших ячеек. Создают дружины в школах, рассказывают своим друзьям, одноклассникам о том, почему надо бережно относиться к природе, что это дает. Из-за регулярно проводимых экологических акций состояние береговых зон в республике за последние годы значительно улучшилось, благодаря чему Ингушетия заняла свою нишу в рейтинге самых экологически активных регионов страны. То есть борьба достаточно жесткая за место в рейтинге. И Республика Ингушетия претендует на одно из первых мест даже в десятке лидеров. Вот первое, второе или третье пока не могу сказать, но это однозначно вот среди лидеров по количеству людей, по количеству убранных водных объектов и по количеству сопровождающих мероприятий. Есть мнение, что чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. А значит, сохранять первозданную красоту нашей природы можно в первую очередь бережным отношением к ней. Именно поэтому важно не столько привлекать молодежь к очистке берегов, сколько прививать им чистоплотность и уважение к природе своего края. Бережное отношение к природе, к экологии должно начинаться прежде всего с самого себя. Прежде всего в воспитании детей, воспитании людей, даже взрослых. К этому необходимо уделять большое внимание и на всех уровнях, начиная с дома, в школе и в подобных акциях.
Впрочем, этим благородным и полезным делом в рамках всероссийской экологической акции одновременно по всей стране занято около 10 миллионов людей, каждый из которых вносит немалый вклад в охрану природы. А в нашей республике экомарафон будет проводиться систематически и станет для всех нас доброй традицией. Мадина Пугоева, Магомед Дидигов, Новости 24. Ингушский боксер